запомнил многие книги шейха Ихсана. Увидев, как хорошо шейх Ахмад запоминает и понимает его книги, шейх Ихсан сказал: «Этот мальчик знает и запоминает мои книги лучше меня». Когда шейх Муса пригласил шейха Ихсана в Штаты, тот сказал ему: «Ты воспитал муджаддида, инша Аллах», имея в виду шейха Ахмада. Позже шейх Ахмад Джибриль выучил наизусть все 9 книг по хадисам: Сахих Бухари, Сахих Муслим, Суннан ан-Насаи, Суннан Аби Дауд, Суннан ат-Тирмизи, Суннан Ибн Маджа, Муатта имама Малика, Суннан ад-Дарими и Муснад имама Ахмада. Помимо обучения по университетской программе, шейх Ахмад Муса Джибриль лично обучался у многих известных во всем мире ученых в королевстве и за его пределами. Он имел честь посещать частные уроки у многих из них и извлекать пользу из их знаний. До исполнения своих 18 лет он прочитал своему отцу Маджму аль-Фатава Ибн Таймии 37 томов, а также книги Ибн аль-Каима и Аль-Мухалля Ибн Хазма 11 томов. Шейх Ахмад прочитал несколько книг от корки до корки с Ибн Уфеймином и получил от него редкую таскию. Он также получил таскию от Ибн База всего за 3 месяца до его смерти, в которой Ибн Баз высоко оценил его знания и усилия в призыве, призвав мусульман США воспользоваться знаниями шейха Ахмада и его отца. Ибн Баз описал его как шейха с хорошей акидой, которого я хорошо знаю. Помимо этого, аль-Мухаддис, шейх Хаммад аль-Ансари, дал ему таскию, что еще больше укрепило его авторитет как ученого. Примерно в середине 80-х или около того, во время одной из таких поездок, нас пригласили в качестве гостей в дом Ибн База, и мы провели с ним несколько месяцев. Мы провели некоторое время в его доме в Ат-Таифе, где он провел большую часть лета, а затем мы отправились с ним в Мекку в его окружении и на его личном автомобиле для совершения хаджа. Шейх Ахмад также посещал частные уроки у шейха Бакра Абу Зейда, изучая труды Мухаммада ибн Абдуль-Вахаба и шейху-Исляма ибн Таймии. Он 4 года учился у шейха Мухаммада Мухтара Аш-Шанкити и 5 лет у шейха Софи ар-Рахмана Мубаракфури, автора запечатанного нектара. Ар-Рахик аль-Махтум, запечатанный нектар, Мубаракфури. Это был мой учитель в Медине. Этот шейх был моим учителем в Медине. Я почти каждый день бывал у него дома. Среди других уважаемых его учителей был алляма Хаммад бин Укля аш-Шуайби, который был одним из его ближайших учителей и даровал ему таскию. Он поддерживал с ним связь до самой его смерти. Также шейх Мукбиль ибн Хади аль-Вади'i, шейх Абдуллах аль-Гунайман, шейх Мухаммад Айюб, шейх Атия бин Мухаммад Салим, главный ученик шейха Мухаммада Амина аш-Шанкити, который и завершил его книгу «Адва уль-Баян», последний и самый известный тафсир шейха Шанкити. Известно, что шейх Ахмад был очень близок с ним. Шейх Ибрагим аль-Хусейн, который был правой рукой и доверенным лицом Ибн База на протяжении десятилетий. Абдуллах аль-Кауд, один из первых ученых Ифта. Шейх Ахмад имел честь совершить хадж вместе с ним. Шейх Салих аль-Хусейн, который был главой комитета 2 священных мечетей. Шейх Муса аль-Карни, выдающийся учитель усуля и зять Рабиа аль-Мадхали. Шейх Мухаммад аль-Ма'бад, который дал ему иджазу по Корану. Шейх Абу Малик Мухаммад Шакра, который был близким другом Аль-Альбани, которого Аль-Альбани лично попросил возглавить свою погребальную молитву в своем завещании. Шейх Ахмад и его отец также поддерживали тесные отношения с Аль-Альбани. Он много раз приезжал из Иордании, чтобы встретиться с ним и посетить его уроки, когда он посещал Медину и Мекку. На самом деле, я часто звонил ему, и мой отец тоже, чтобы задать вопросы. Мой отец звонил ему в 80-х, а я звонил ему много-много раз в 90-х. Я и мой отец не раз звонили ему. На самом деле, я даже не думаю, что кто-то звонил ему из немусульманских стран, кроме как в этих случаях он говорил таким: «Пусть Аллах вернет вас в мусульманские страны», или «Не пора ли вам вернуться в мусульманские страны?». Шейх Ахмад продолжал учиться не только в Саудовской Аравии, но и в Египте и в Иордании. После многих лет изучения ислама он вернулся в США и получил степень магистра права в юридической школе Мичигана. Так же, как он глубоко изучал шариат Аллаха, он изучил и правовую систему неверующих, чтобы быть готовым опровергать их. Сейчас он живет в Детройте, штат Мичиган, продолжая свою деятельность в области призыва и науки. لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة